Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Сьогодні ми чуємо у першому читанні пророку Іллі, який виходить на пустиню, як утечи від виконання волі Божої. Але Бог не оставляя его самого, то высылая своих ангелов, святых и архангелов, как его обудили, подняли со сну и показали, что ты покликанный, как до конца, виконать то, что тобі прописано. А перше, найважніше покликання кожного з нас – це і є святость, об якої і ми молимося подчас кожної святої мши. Эту святую мшу я справую за померлых. Марию, 45 годов по смерти, Степан, 50, Юзефа, Владимир и усіх сім'яв Новик, Зінько, Адамович, Трамбицких, просячи для їх радості життя вічного у володарстві з воскреслим Паном, у молитві вірників пам'ятаємо за померлого Івана, 4 года по смерти, перепросим за всі наші грехи, які могли з чистим серцем скласти эту найсвятейшую охрану. Споведаемся Богу всемогутному. І вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занепанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марію, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, і отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Слава вишня Богу, на землі слава Богу, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тобі, Діяна, і хвали Твоєї. Пане Боже, молодая небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинокий, Иисус Христе, Пане Боже, раку Божий, Сыне Отца, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, який береш на себе гріхи світу, прийми моління нашої, який сядеш праву Отця, змилуйся над нами. Помоги Ты, святый, помоги Ты, наш Пан, помоги Ты, возвышающий, Иисус Христе, с Духом Святым Твоим, Бога Отца. Аминь.
Пусть всемогутный Боже, наученные Духом Святым, мы смиряемся называть Тебя Отцом нашим. Узмацни в наших сердцах Духа Твоего сыновства, как бы могли отримать обетованную спадщину, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владари в едности Духа Святого, Бог празднущения и вечная. Читання першої книги Володарства. У те дни пошел Илья в пустыню на отлелость одного дня дороги, и пришедший сел под одним из кустов и отловцев, и просил смерти себе, и сказал: «Хопить уже, пане, возьми мое житье, бо я не лепший от моих продков». И лег он и заснул. И вось анёл открылся до его и сказал ему: «Устань и ешь». Илья глянул, и вось с его головы была пешеная оладка из бана воды. И он съел и выпил, и снова заснул. А анёл пана другий раз вернулся, докранувся до его и сказал: «Встань и ешь, бо далека дорога перед тобой». И он устал, съел и выпил. И подмасовавшись в этом посилком, пішов он 40 дён и 40 ночей до Божьей горы в горы. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Покаштуйте и уважьте, який добрий Господь. Покаштуйте и уважьте, який добрий Господь. Благословлять буду Пана во все часы, хвалю завсёды на моих устах. Пану будет говориться душа моя, не окажусь этого гордия, и нехай веселятся. Покаштуйте и уважьте, який добрий Господь. Пусть величай Пана со мною, будем услышать имя Его разом. Я шукал Пана, и Он почул меня, я во всех погрозах избавил меня. Покаштуйте и уважьте, який добрий Господь. Гляньте на Его и просветлитеся, и твари ваши не спознают сорому. Пусть несчастный покликнул, и Пан Его выслухал, и уразумел Его, с ним Его беда. Покаштуйте и уважьте, який добрий Господь. Анёл Пана верный ты, кто Его боится, и вызволяет их. Покаштуйте и уважьте,
Читание послания святого апостола Павла до Ефесцам. Браты, не зневажайте Святого Духа Божьего, яким вы запечатаны на день откупления. Усякая горечь и раздражение, и гнев, и крик, и близневство, нехай будут выдалены от вас разом с всякой злостью. Вы ж будьте один до одного лагодными, милосердными, даруйте один одному, як и Бог у Христе даровал вам. Дык вось, наследуйте Бога, як дети умилованные, и поступайте в любови, як и Христос полюбил нас, и отдал себе за нас, як дар и ахвяру Богу на приемный пах. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, я хлеб живий, зійшов з неба, каже Бога. Коли хто буде їсти хліб этот, буде жить вечно. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия по Иоанна. У той час обурилися на Єсуса юдеї за те, що він сказав: «Я хліб, який зійшов з неба», і казали: «Чи не Єсус гэта, син Юзефа, батьку якого і мать ми ведаємо? Як же він каже: я зійшов з неба?» Єсус сказав їм отказ: «Не обурайтеся між собою. Ніхто не може привести до мене, коли Отець мой, який послав мене, не притягне його, і я воскрешу його в опошній день». У пророків написано: «Усі будуть навчені Богом. Кожен, хто чув від Отця і навчився, прийде до мене. Гэта не значить, що хтось бачив Отця, тільки той, хто від Бога бачив Отця. Сапраўды кажу вам, хто вірить у мене, має життя вічне. Я єсть хліб життя. Отцы ваші ели манну в пустині і померли, а гэта хліб, який сійшов з неба, той, як той, хто єсть його, не помер. Я хліб живий, який зійшов з неба. Коли хто буде їсти хліб гэты, буде жить вічно, а хліб, який я дам, гэта тіло моє, діло життя свету». Это слово Пана. Первая книга Владарства нам говорит про Илью, который, идя у пустынное место, варто приточить туда несколько слов, припоминающих, чему он туда идет, что причиной, что Илья, утекая на пустыню. Королевство Израиля делится на две части после панования короля Соломона, делится на полночную и поудневую частку. И это отбывается у полночной части. Бог покликал пророка Илью. Короли там отвернулись, уже служили сами для себя, жили по Богу своему замеру. Бога здесь далеко-далеко откинули. И вот взяли себе других богов Балаама. И этих пророков Балаама там было вельми шмат. И тут как повстал новый пророк, покликанный Паном Богом, и дел в эту краину, бачит этих пророков Балаама, которых есть аж 400. И говорит так: давайте пойдем на компромисс. Вы служите ахвяру своим богам Балаама, я своим. Коли вашу ахвяру примут ваши боги, я скину своего бога и буду кланяться вашим богам. Але коли вашу ахвяру не примут, а примут мою ахвяру, вы откинете
своих богов и будете кланяться Богу моему. Пророки подумали, ну давай, что такого? Взяли теля, разрезали наполовину, положили, говорят, ну давайте вы первые, у вас больше. Как вы потом не чекали, что я туда мучаюсь и травмуся. Ну и пророки Валаама начали молиться. Молятся годину, 3, 7 годин. Уже пророк Илья не выдерживает, начинает смеяться. Мацней кричите, мацней молитесь, а может ваш Бог спит, а будите его. И это пророки Валаама еще больше начинают молиться, режимы подтянают, кровью обливаются. И Бог не выслуховывает. Приходит вечер, и молитвы не принятые. Тогда сказал Илья, хватит, моя будет. Пам'ятаєте, взяв половинку этого теляти, разрезал его, положил, сказал выкопать ров, облил водою 3 раза, чтобы это все было в болоте, взнес свои очи до Пана Бога, и Бог пришел огонь и стравил ежу. Это что было прикладом для пророков, что ахвяра была принятая. Ну и зауважил у сердца Илья этих пророков, что ему не изменятся, что не далее будут служить Валааму. Попал в такое здорование, что наказал народ, и там был, как псих позабивали, и забили 400 мужиков. Для веры. Для веры. То есть тебе сказал, ну такая ситуация заясняла костями. Про это доведалась королева. Изабелла там была королева. Доведалась про это, и вельми моцно испугалась, что по устам такий моцный пророк. И в этом королевстве кинула такую будочку, можно сказать, по-нашему, закинула приманку, сказала, что треба забить пророка Илью. И пророк Илья, глядите, не боялся 400 мужиков штаны его забить, а забоялся 54 женщины. И утекая на пустыню. С чего? Потому что не хочет выполнять волю Бога Божьей. Сегодня мы читаем, сегодня есть дальнейший фрагмент, когда Илья доведался, что королева хочет его забить, пошел Илья у пустыню на отлеглость одного дня дороги. Чему идите на отлеглость одного дня дороги? Потому что идти на пустыню это великий высилок. Ну там спекота, никуда ей не утечешь. Czyli по-нашему Илья пошел, как заробить самогубство. Хтось тебе сказав, як? Ну так. Уже не надо это слово, потому как будут свідчити, які буде говорити Илья. Хопить уже, пане. Возьми мое життя. Возьми мое життя. Я уже не хочу жить. Браты и сестры, неоднократно мы в наших починаниях хотели вывести так само утешать наших справ, от наших проблем, от турботов этого свету. Здесь и там, где вы дайте мне, дайте мне свет и спокой. Это мне уже все это надоело. И как это все, отойди на сторону. Уже хочу быть сам. Чи такая ситуация не снеге часами в нашем жизни? Я думаю, что вельми часто, когда кто-то нас нервує, и мы уже на такие взрывы эмоциональные, что не ведаем, что зробити, хочем, шукаем это спокойно. А тут как и дети, и жонки, и там еще кто-то нас нервує, тут еще кто-то нас проблемами кисти, приваливая, и мы уже не выдерживаем в этом моменте. Мы уже готовы, как мне уже померьте, часами так скажем. Это слово, что уже хочу померьте, или не хочу жить так, что сразу я хочу померьте. А не только что так, хочу застрашить Пане Божьем, но вы видите, мне уже хотелось померить. Пока пришел Пан Бог добрый, завтра твое что завернется, за мне, Пане Божий, рано. Это он и так сказал, и так. Илья сказал это по-соправдному. Пока Пан Бог пришел, все помре завтра. Дякую, мне Пане Божий сказал. И был готов померить. Потому что так моцно я его хотел сейчас справить, це непокоїть, що не нужно зробити. А що його веде на эту пустыню? Ну, перше, найважніше бронь, оружие, якое уживає злий дух сатана. Страх. Страх. Когда человека застрашишь, что от того ничего не выйдет, мы сами себе застрашим, она может не выйти эта справа, не будем ее распочинать. А может не будем шукать пробачения, но нам все равно никто не пробачит. А может не будем пробачать, потому что ничего не изменит в нашем жизни. И так далее, и так далее. Этот страх, здесь и там, как нас парализует, что мы не хотим ничего говорить, а это наидалее утечет его. Утечет здесь далеко, у пустыни. Пошел, сел под одним из кустов ядловцов. Это не такие ядловицы, что можно встретить у леса, помните, когда еще в детстве коптилось сало, мясо, приходилось у леса, это ядловицы, упалось, он там такие метров 20 на отрасте высокий. Нет, это ядловицы, там кто там рос, максимум дорастал от 30 до 60 сантиметров. Их-то можно сесть, и человеку под таким ядловцом сховаться. Немагчыма, треба было скуриться, скрутиться.
У этой справе, это так моцна справа, что скрутила, обезуладнила пророка Илью. Недавно боролся, а тут все, за ним хочет страх. Страх так моцно человека парализует. И просил смерти, и просил смерти. Кажется, хопить уже паня. Возьми мое життя. А чому возьми мое життя? Что Илья установил себе? Бо я не лепший от моих предков. Ось основная речь. Ось колись у дзяцінстве, у молодости я бачу, глядел на свою сям'ю и постановлял. Вось мой батька песал. Николи не буду такие, как он. Я николи не буду так моцно убиваться, как робить авантуры. А глядячи на теперь, нескольких годов прошло, может, десятков, гляжу, вы такие сами. И я так само глядеть, что я не лепший, чем мои предки. Може, якась сьогодні жонка так само, коли в дитинстві жила, що я ніколи не буду вступати авантури в домі, крутиться. А сьогодні я кажу, що я не ліпше. Я вже з раниці встаю і починаю з кимось десь щось длинне бачу. А коли ти зарекалася, що я буду другою. А я тут кажу, що все. І це мене відбирає сили. Чому так, пане Боже? Я не можу себе витлумачити. Ой, Боже, з чого це береться? Я ж не постановляю, все раді, я молився, ходив в костюм. І десь щось знову не змінилося. Чего это легко принять, но тяжко принять. Бо ми хотіли бачимо, що ми десь проіграли якусь частку життя, а бачимо, що верифікуючи наше життя, ми справді стали людьми не такими, якими мали якийсь план, якийсь символ, що буде пригожая, любящая сім'я, а десь ми все посипалося, десь между пальцами мы не удержали в якимсь моменте. Что з'явилася причина этого? И это так само Илью выводит на пустыню. И он готовый для этого померти. Бо думал, что будет пановать над всем, а тут бац. Не я. Однако нет. Не я паную. Ничего я не изменил своим життям. Столько намаганий, столько навертаний, столько ходжения, столько постов, всего всякого. Все столько знаков Бог мне дал. А я не изменился. Я, оказывается, что не лучше, чем мои предки. Еще хуже, гляжу. И это подламало Илью вельми моцно, что я не лепше от моих предков. И лег он, и заснул. Что мне в такой ситуации? Заснуть. У чем можно заснуть? Можно заснуть в алкоголе, можно заснуть в каких-то зависимостях, таких, какие будут давать мне приемность. Вырывать от этих клопотов, которые сегодня есть, я не могу их преодолеть. Такий такий спосіб, таке намагання чоловіку пережити, чим дійсно щось пробувати змінити. І нам легче заснути. Лучше просипатися з раниці. Самі ведемо, коли самі просипаємося з раниці, нам не хочеться, особливо коли, може, самі пробуємо заснути цілу ніч, і нас тільки за годину до раниці бере сон, і ти думаєш, що треба вставати, що ж нам будильник дзвонить, нам треба вставати нашу пов'язку, з нашої праці, як тяжко нам встати. І знову чоловік улягав до вечора, там хоче заснути. І так є у нашому житті прийти якісь знаки, колись світло, а нам говоримо, були за вечора. І тут приходить світло, брати і сестри. Так само, коли спить Ілля, він вже хотів заснути на все життя. В этой своем житті, как ніхто його не давав, дайте мені світлий спокій. І ось пан Бог посилає аньола, який докранувся до його, і сказав йому: «Устань и ешь». И вот Илья устал и ел. И читаем далее. Илья глянул, и вот коля его головы была яда, и спожил эту яду. И он съел, выпил и снова заснул. И кто-то тебе сказал: «Вот здорово было бы, как теперь это читание закончилось». Аминь. Илья устал, съел, заснул. Аминь. Идите в покой, мы тоже так само скажем. Так говорить. Аминь, мои братья и сестры. И он заснул. Але не просто заснул, бо этот сон был незвичайным. Бо Илья здоров другий раз. Пан Бог не оставляя его. Нам здавалося, пан Бог послал своего анёла. Нам что послал своего анёла, как нас обудил, как нас вырвал з наших тяжкостей, как нам припомнил, что мы маем уже робить. И вот и снова пан Бог посылает своего анёла. Не поэтому посылает пан Бог, что анёла, видишь,
Илья, Бог меня прислал для тебя. Сказать, что все будет добро. Не турбуйся, это все, что отбывается, это все вырашим в певному моменте, так вот, это народ навернется. Я тебе расскажу всю историю избавления, вот там за уже несколько соток годов народится, спался, Иисус Христос, и он там окатает житем. Не турбуйся, все будет, а потом ты объявишься уже после смерти своей самому Пану Иисусу разом с Моисеем на горе Табор, ось там капучник себе убачить. Нет, братья и сестры, Пан Бог нічого не тлумачить і не послал ангела, как тлумачил все тяжкости, які життя перевіряє. А ми би хотіли знати, чому Пане Боже так в нашому житті, чому мой муж не, чому моя жонка так просто кричить, чому діти нас вже не слухають, чому там дійсно у нас все вається. Пане Боже, чому так? Ми этого не розуміємо, не розуміємо. Значить, Пане Боже, нема туда. Пан Бог говорить, есть. Я просто хочу, как ты сам научился. Ты уже устал, перекурився на другий бок і далі спиш. І далі спиш, пробуєш своїх справ зачем. Пан Бог, проснися, пробуй змінити своє життя. І ось посилає Бог другий раз анёла, які не тільки що приходять. Не докранувся, за першим разом докранувся, а з другим разом луп у бок з ноги. Так що, може, бочку пройти, а дві душ, я вже пропав. Але ще не відбив, що можна було продати на другу костюм. Так що Ілля проснувся, убачив і знову чує слово «Дари їж», взяв і єсть дарей. Спожив, хороший домосілок був, бо коли спожив, встав і пішов 40 дней і 40 ночей. Поглядите, ішов тільки один день змарився на пустыне. Один день, что я один день тому назад не спожрал еду. Что за посилок такий хороший был? Вот бы сегодня, как нам такие посилок дать. Так что тебе сказал бы, промышленность еды бы развинулась. Не развинулась бы, а звалила бы. Это им все рекламы бы упали. Один раз поел и 40 дней пойдешь. Это не звичайный посилок. Это не была кисти пирожок, кисти можно было бы съесть смачно, кисти полетронки. Тортик такий, не ведаю, які там смачні, з якимось там кремом, не ведаю, малиновим, сметанковим і так далі, і так далі. Альбо, не ведаю, альбо стекловату, гожа или калейка. И если там ничего нема. И сучасный свет, браты и сестры, нас хочет кормить с такой стекловатой. Телебачение нас кормит такой стекловатой. Ешь, гори. Что-то разважает, здесь критикуют, показывают, какие там проблемы в семьях. Это все, как кто стелился правдой проблемы у себя видит, там в телевидении не выступил. И не говорил просто, какие мои проблемы у кровати, какие там мои проблемы здесь еще, с детьми, знакомыми. Кто такие проблемы говорит на сучасном свете? Кто з вас так просто приходит до своих знакомых, говорит про проблему? Ну, человек говорит, все доброго нет. А як все там крутится внутри, что нет. Бог не может это изменить, и хотелось бы нам поделиться с кем-то, видимо, кто это реагует. А тут телебачение на скорую, это уже не проблема. Стекловатый такой, стекловатый ночь, не стекловатый, сахарный ватный. Вот стекловатый съел человек, не нравится, пока съел. Потом треба было выглядеть. Возле осмотра. Альбо очистить жабры. Итак, братья и сестры, есть. Мы что мы споживаем? Это незвичайний посілок, який отримав Ілля. Він отримав посілок на життя вічне. Хто може бути таким аньолом в нашому житті, хто б нас так моцно лавадуху Бог зробив? Нам так видається. На этот отказ сьогодні читаємо у Євангелії. У Євангелії ми бачили. Обурилися на Єзуса юдеї за те, що Він сказав: «Я хліб, який зійшов з неба», і казали юдеї: «Сій Єзус это син Юсуфа, батьку якого і мать вбили. Чи не він это ходив по этой вулиці, топтав для дорожки, гуляв туди? Ми його ведаємо, який він хліб з неба. Хтось тебе сказав. А вот, братья и сестры, это и есть. Эти анёл, которые приходят часами и ловадут нас в Бог. Кто может быть таким анёлом? Может быть муж, может быть жонка, может быть навіть дитя, яке має 3 години, 5 годов. Хтось тебе сказав: «Я». Ну скажи, яку істі правду нам так модно завалить, что мы такой думаем: да, здесь пошло нам хорошо в этой бочке, сказал я, в этой кости, чтобы изменить. Наши сами так
хтось тебе хотел моцно лапану. В одной из парафий в Польше, яка була парафією близько вокзалу Чыгуночного, что там отбылося, что там была парафия, и было казание, и после казания там кто-то пробуш ходил и збирал. Ну, ахляри, зазвичай, там кто-то збирали ахляри, где викарии отправляли имшу. И бачишь, что один там парафиянин спит. И так шкода ему было, как он не кинул на ахляру. Ты что, да ну, в бок этой танцы. Он же поднял, у меня месячный билет. И ничего не делал. Ну, может, я не запомнился, что я засунулся. Смотрел все, и все. И так само те самое. Нет, Пан Бог нас хотел обучить, как мы в нашем жизни что-то изменили, как мы пробовали в нашем жизни действия пойти добрым направлению. Просим Его за тем, братья и сестры. Как мы, можно быть подобными до Ильи, а мы, может, есть. Как мы признали, что мы подобны до Ильи, что мы вельми часто утекаем в стены пустыни. Нам добро было бы заснуть в наших разных приемностях, сейчас на свету, и кем мы можем действовать утекли от этих соправных проблем. И как мы видели, что Бог нас самих не оставляет. И мы не будем нам думать, почему в нашем жизни так все отбывается. И мы не шукаем тлумачення этих справ. А Бог посилає до нас ангела, який хоче нас обудити, накормити незвичайним речем, але накормити правдою в собі. Бо познаючи правду, ми можемо її спожити і істи. Не тільки 40 днів і ночей, але можемо істи до кінця нашого життя. Бо дякуючи этой правді, будемо будувати своє життя на життя вічне. Амінь. Віру одиного Бога, Отця Всього. Спасителя неба и земли, всего важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, за Отца народженного и разлучения веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет к хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына Божий, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и шагаю в воскрешение померлых, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Собранные у имя Иисуса Христа, маем надею, что наши супольные молитвы, которые теперь возносим до Бога Отца, будут выслуханы. Молимся за святого Отця, за епископов и пресвитеров, каб яны вели усіх визнавців Христа до єдності і любові. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх хрещених, визнаючи Євангелія Христа, яны завсёды вибирали дорогу Божих заповедей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто став ахвярой несправедливого осудження, каб яны поверили в перемогу Божьей справедливости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наречених, каб пригожість чоловічного кохання і не прославляли Бога за Його дари і завсёды были верны Ему. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наши семьи, каб яны жили в спокое и любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних для алтаря Пана,
каб мы умели распознать у нашем штодзённом житті Божию волю и імкнулися її виконувати. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, в особливый способ выручать святой памяти Марию, Степана, Юзефу, Владимира и всех семьям Новик, Зинько, Адамович и Трамбицких, просячи для них радости життя вечного в Володарстве невесты. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся так само за померлого Ивана, 4 года по смерти, которого Бог принял его в Володарство. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Наш добрый Отче, мы верим, что Ты утешаешь своих детей, которые звертаются на Тебе у щирых молитвах. Дякуем Тебе за это праз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, как мою и вашу охрану, принял Бога и Тень Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, прими ласкаво дарение, мы Тебе сами люди, якие Ты сам уделил Костелу, и своей моцей переменил сакрамент, який дає нам славление праз Христа Пана нашего. Аминь. А вам слава мир. И духа Твоих. Укору сердце, подякуем Пану Богу нашему. Соправды godna и справедлива, слушна и благоденна, как мы завсёды и всюды Тебе складали подяку. Пане святый Отче, всемогутный, вечный Боже, праз Христа Пана нашего, Богом злитости до грешного человечества, народившись с Панны Марии, праз Твою руку на крыже вызвали нас от вечной смерти, а праз Твое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с ангелами и архангелами и с усими святыми мы обещаем Твою хвалу, разом всеми воскликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на причине, благословенный Твой, кто приходит в имя. Соправды Боже, Ты святый, крылица всякой святости, тому едности с усим Костелом, в первый день бытия, когда Иисус Христос воскрес и спасал на апостолов Духа Святого праз Христа, просим Тебе, всемогутный Боже.
Освети эти дары красою Духа Твоего, как и они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ем, коли добровольно выдал Тебе науки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ломал и раздавал своим учням кажучи. Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Podobnym czynem po wieczerzy uziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom każuczy. Bierzcie i pijcie z jego все, bo это есть kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedzu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dzieля odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Обещает свет Твою повелицу, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего присягания. Wspominając śmierć, związku i powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zwolnienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Pokorno molę Ciebie, aby всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любовью и разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefom i усім духовенством. Пам'ятай, так само про братов и сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї дійшов з этого світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вічне, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Авраамником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом, другими всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе Божого всем окупны, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усіх веки вічния. Молимся, дай за невеста, як нас научил Иисус Христос. Дай нам щодня и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноваты наши, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от зла. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злога, дай ласкаво спокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и заховали всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. И голос,
Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, дарите будь супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, яхай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Пусть баранок Божий, пусть той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Аминь, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Боже наш Ojcze, niechaj w dzieł Świętej Komunii dać nam zbawienie i wzmacuje nas w świetle Twojej prawdy przez Chrysta Pana naszego. Objawy duszpasterskie. Kawałka, który nie ukradł. Pierwsze miejsce konfesjonalne. 14 żniwnia u środu w pamięci świętego Maksymiliana Marii Kurwę, prezbitera i muczennika II Świetnej Wojny z Auschwitz. 15 żniwnia u четверг uroczystość uniewowzięcia Najświętejszej Panny Marii świętej i mszy u nas odbudza Trojczy u 8, u 15 i u 19 z wieczora. Podczas świętych mszy odbędzie błogosławienie urожаю этого года. У гэты дзень кожны мае абавязак удзельнічаць у святой мшы, паўстрымацца ад выканання неабавязковай працы. Сёння ў касцеле успамінаем святую Клару. Трывае месяц жнівень, у якім традыцыйна молімся ў інтэнцыі цвярозасці у нашых сем'ях і нашай бацькаўшчыне. Наступная неделя, третья неделя месяца, інвестыцыйныя ахвяры прадназначаныя на будову. Ужо цяпер складаю шчырыя дзякуй за вашу ахвярнасць. Кожны дзень у нашай капліцы адбываецца набажэнства 15:00 янучак Божай міласэрнасці, 18:20 набажэнства ружэнцовыя, з 18:30 до 18:50 можна скарыстаць сакраменту споведзі. Кожны дзень нашай капліцы трывае адарацыя Пана Іисуса у Найсвятейшым сакраменце. Дзякуем за ахвяраванні на будову святыні, за спеў правы літургічныя, за прыбіранне капліцы і тых, хто дзежурыў. Помоліться за тих, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілей, хто чакае нарадзіць дзяцей, за добрадзеяў ахвярадаўцаў нашай парафіі, а таксама многіх добрадзеяў будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці і за нас, даручаючы кожнага паасобку, апецы Маці Божай ружэнцовай Тваё дапамагае. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молитв наших, и от усялякой злой приходы выбавляй нас завсюды. Панна хвалебная и благословленная, о Пане
Мамі наша, опікунка наша, Утешальниця наша, Ти заступниця наша, Сином Своїм нас поєднай, Сину Своєму нас заручай, Сину Своєму нас отдавай. Добре, что вы тешитесь этим летом, какое уже амаль, туш-туш уже стукает, заканчивается, как это солнце будет соправленным солнцем Божьим и нагреет нас духовно до змагания на целый год, таким потом, когда будем чекать, как снова разом отпочивать. Примите Божие благословение, когда вас наполнится правдой радостью и спокоем. А добро, что есть Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Дякуємо. Святий Архангеле Михайле, Не раши нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекла Шатана і інших злих духов, які нас будуть по світі. из наших близких померлых, Марии, Степана, Юзефу, Владимира, всех семей, многих, Тинькова, Домович, Травницких, Александра, Ивана, Анёпольский, заставил Пани Марии. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты и женщинами, и благословленный плод луня Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Божья слуга Панская. Нехай не станется по воле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты и женщинами, и благословленный плод луня Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Слово стало телом. И поселилась между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты и женщинами, и благословленный плод луня Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, Святая Богородица. Остались мы годными обязанию Христову. Молимся, всемогутный, вечный Боже, просим Тебя, ули в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши про занёское звествование уцеловления Христа, Твоего Сына, про звуку Его и крыш были доведены, так хвалы Ему воскрешения, раз Христа, Пана нашего. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была с веку, теперь и завсюди, и на веки вечные. Аминь. Добрый Езо наш Пане, Дай мне вечное спасибо. нехай отпочивает в упокое вечное. Аминь. Диета свою, прикрыв и Те хвала леса, диета свою, прикрыв и Те хвала леса, Небо,
Thank